Сегодня потеплело, +1 градус с утра. Но у нас в основном сегодня две задачи. Это бытовой на Карасевом озере на зимнюю стоянку лодку перевернуть. А второе посмотреть, как у нас попало на Октым на лим или щука, что там попало. Думаешь, что-нибудь попало? Должно. Ну, надеюсь. Слушай, если попало, вообще-то, что-то я не подумал, надо и посуду взять, типа ведра. Как думаешь, немало? Не лезьте, в рюкзаки запихаем. Ух ты! Ну, сейчас можно сказать, к налимам готовы. Ну, можно сказать, золотая осень в разгаре. По крайней мере, под ногами этого золота навалом. А на деревьях еще зеленых порядочно. Листья на березе то ли зеленые, то ли уже желтые. Всякие, короче. Слушай, лось, любитель своей природы, вышел с леса, потоптался, думает, что переплывать реку, когда можно полюбоваться, и протопал вдоль реки. Пошел любоваться. Или что, знает, где мельче? Ну, поехали. Зимняя стоянка. По ряду причин не удалось в этом году карачков половить. Ждите следующего года. Какие-то опытные. Куда у нас вас летел? Здесь сел на виду моя. Вижу, не могу это прицелиться. Слетел нафиг. Ну, будь ласка. А это второй. Вряд ли. Он той кучей где-то был. Какой? Это какой-то опытный одиночка. Охота ему в компании, но осторожный, блин. На него только время терять. Эх, день-то короткий, осенний. Ну ладно, значит, лодку на зимнюю стоянку определили. На рябчика полюбовались, как он мелькал там сквозь сучья деревьев. Смотрим Октымы. Пустая.
и отвелось. Слушай, а это лось натурально. А, Что он так интересно? Причем оттуда туда. вон там прямые следы. А тут прямо, вон даже по песку видно, как он шел. Наверное, залезть не мог и обратно. Слишком крутой. Обычно здесь попадало. Нету. Слушай, сегодня не 13 число, Сегодня 23 число. не пятница. А вот пятница это точно. Пятница, да? Да. Что-то тут неладно. Ну, не всем счастье. На сетке думал вообще не попадет. Ну, одна-две. А тут, думаю, попадет. А у нас точно сюда наоборот. Ну и ладно. Тут около камней я. О, пусто. Вау! Около камней щука попала. Ни хрена себе. Так, это что? Чтоб не сильно огорчался? Ладно. Лодку почем взял? Почем сделал? Как почему? Я тебе сам делал? Я знаю. Я смотрел все это видео полностью. Сказать, если почем будет стоить. Заказать. А, заказать. Да, Ну, пора могу сделать. Делай. Короче, такую лодку хочешь. Ну, ты видел, нормально и ходит-то. Да, вот хорошо. Это я специально вот на двоих делал. У меня-то предыдущее на метр дальше было. У тебя было 8 минут. Нету! Ну, последний из магикан. Тут обычно щука берет. Нету. Не понял, а что такое закрутилось? Ладно. Придется единственную щуку на уху пустить. С этой историей с октумами у меня один плюс. Рыбаки, что поддержали, ловили целый день. Сказали, ничего не поймали. А у нас одна щука попалась. Они утверждают, что жаркое лето долго было, мелкая вода, вода зеленая. Вообще-то там еще несколько причин, почему не попадает. Ну, у нас одна штука. То бишь мы счет размочили. Бывает. Едем в избушку. Но приключение с октумами закончилось. Что совсем пустое, нельзя сказать. Одна щучка и последний аккорд. Самому залезть на берег. Вот что так. Солнце все ниже и ниже. Через 1,5 часа темень уже будет. Красиво рощу освещает. Да. Интересно, может, сегодня ночью и минус опять будет, да? Запросто. Если чистое небо. Первым делом надо щуку смерить. Что это такое? 700 грамм. Ну, где-то близко к 700 грамм. Как думаешь, ничего? Худая, худовато? Ну да ладно. В темноте за третий сорт сойдет. Температура воздуха где-то 4,5. Плюс. 8 часов вечера. Изо рта пар идет. Это что, мороз, что ли? К утру будет. Ладно, поспим, увидим. Пускай небеса упал, Паскал.
Ну, зима еще ближе стала. Первый ледок появился. -2 градуса. Так, ладно. Нормально.